Well, first off, we're linemen, so we're tough. Прежде всего, мы монтеры, мы крутые парни. They're very prepared. This is my second week here with them. Они очень хорошо подготовлены. Это моя вторая неделя с ними. And I was very amazed coming in here, the knowledge and discipline they show. И я был просто поражен, когда приехал сюда, знаниями и дисциплиной, которые они демонстрируют. Выбирали ребят с разных филиалов. У нас же 9 филиалов в республике, вот, чтобы с каждого филиала был хотя бы один человек. Халим из Бугульминских электросетей мастером работал. Когда я обратился к директору Бугульминских сетей Латипову Альмиру Гамировичу, я говорю, с ваших сетей нужен парень, который вот сможет это вытянуть. Описал ему все параметры, которые нужны. Вот он сразу, махом, не думая даже ответил, вот у нас есть Халим Шамсуддинов, мы его к вам отправляем. По какому документу будете проводить работу? Технологическая карта. И наряд допуска. Наряд Да, допуска. Хорошо. Перед подъемом что с опорой надо будет делать? Смотреть опору на прочность, устойчивость, накопать. Все правильно. Обращайте внимание на сколы, Сколы, трещины трещины. недопустимые, да, перед подъемом. Средства защиты все проверяем. Также подаем только по бесконечному канату. Ничего не бросаем, не кидаем. Это все понятно? Халим Шамсуддинов, 29 лет, женат, образование среднетехническое, Бугульминский машиностроительный техникум, старший мастер Бугульминского РЭС, стаж работы в энергосистеме 7 лет. Страха не было как такового, потому что все предельно понятно было, и как бы работали уже с этим, и с высотой как бы сталкивались, работа на высоте, да. Материалы, средства защиты, мы внутри в полигоне, был внутренний полигон, мы там уже как бы посмотрели все, потрогали руками, попробовали закрывать, накладывать изоляцию. Так что, в принципе, проблем никаких не было. Сначала поднимаемся, устанавливаем короба. First we go up, we install the Вы pole guard. устанавливаете на новую опору. You put them on the new pole. Переносим со старой траверсы верхний Remove провод it from, на from the новую, old cross arm. на верхний провод. Напускаем немножко траверсу, Put it down a little bit. снимаем ее, We убираем, take входим. off the Так, ну надо быть помнить, скажите. Больше умнее того, чем and be работать. smarter than the things you work with. В энергетике происходит несчастный случай, когда работник думает, что оборудование отключено и попадает под напряжение. Думает, что лезет не в ту ячейку, лезет не на ту линию. А когда работает человек под напряжением, он уже заведомо знает, что там есть напряжение, и он уже свои действия, как бы скажем, намного обезопасивает. То есть применяя средства защиты. Вот кто полезет просто так под напряжение, чтобы погибнуть, правильно? Так не бывает. А у нас был очень уникальный переводчик Антон. Омеги оставьте! Омеги оставьте, чтобы можно было вытянуть опору! Перевести технический перевод – это очень сложно, тем более по энергетике. Антон сразу настолько вникся в это, и прямо с первого дня ребята понимали все, что он переводит. Я объяснил, в чем проблема. Какой-то хрень начали делать. Мы знаем, то, что любая эта ошибка – это наша жизнь, поэтому ругаться, как-то, не знаю, показывать свои эмоции, чувства – это вполне нормально. Никто не обижался, все принимали это как должное и работали над собой, над своими ошибками. То есть из-за того, что ты стесняешься камер, ты нормально ничего не делаешь. Камеры правильно работают. Тим, скажите, пожалуйста, нам показалось, что вы стали более жестким, более требовательным к ребятам, или... It seemed to us that you became more tough. Is it so, or? I get a little annoyed.
Мне немножко кое-что начало раздражать. We have to develop a work plan. Нам надо разработать рабочий план. All agree upon the work plan. Все соглашаются с этим планом. Rehearse it in our minds. В уме его репетируем. Execute it with confidence. И выполняем его уверенно. Если я вижу, что они отклоняются от своего рабочего плана с самого начала, они начинают останавливаться, обсуждать, как-то возвращаться к рабочему плану. That's so fundamental to our training, it pisses me off. Это меня, конечно, раздражает, потому что это фундаментальная часть нашего. They were nervous of the cameras. Они нервничали перед камерами. So I wanted them to be more nervous of me. Я хотел, чтобы они нервничали не из-за камеры, а из-за меня. Я вообще наблюдал, знаете, гораздо более организованные обезьяньи бои в зоопарке в клетке. Понятно. Видел, нет, отвертку опять Sucks going first, doesn't it? Какое-то говнище впереди идет вас. Караба то, что видел, нет, отвертки не прибили. You saw that screwdriver holding the... Не затягивает вот эту, она тоньше опора. Because this one is thinner. Не хватает затянуть. We don't have enough space to get it tight, the pole guard. У нас было несколько бригад, и каждый все лучше усовершенствовался, и доходили до такого плана, то что потом Тим говорил, это была отличная работа. Все останавливаем. All stop, go to lunch, идем обедать. Take that and put it up on the arm for lunch. На обед это ставьте обратно на драйвер. Multiple steps and layers to На it. самом деле это было очень глубокое задание, такое многоходовое. It has a very perplex work plan to accomplish all of it. И требовался очень сложный план работы, который нужно было составить, чтобы выполнить. Задача руководителя же не текучкой, не исполнительской работой заниматься, а думать, куда дальше развиваться, какие рынки завоевывать, стратегию писать. Вот поэтому чем меньше ты занимаешься текучкой, а тем больше этим занимаются те, кто должен заниматься, тем больше у тебя остается времени на развитие. Раньше существующая энергосистема, она была консервативной, была закрытой. Сейчас мы стали открыты. Значит, у нас есть специальная дирекция обслуживания потребителей, которая отвечает на все вопросы день и ночь. Абсолютно. Есть контакт-центр. И мы видим, насколько много вопросов, касающихся по тем или другим вопросам отключения. Когда я работал, например, в Витадинском районе, да, начальником РЭС работал, очень много приходилось общаться с населением, с людьми, с дедушками, с бабушками. Ну, это тоже очень важно. Вот надо с каждым человеком общаться, донести, потому что если ты не будешь доносить информацию до человека, человек не будет знать, будет принимать другие выводы, решения и писать жалобы те же самые, да, то есть. Но если человеку донести, объяснить, что вот что ты делаешь, для чего это делается, когда человек это понимает, он уже к другому этому относится. То есть надо обязательно рассказывать и показывать людям, чем ты занимаешься. Вот этот фильм, который мы снимаем, это тоже направлен на то, чтобы люди увидели, чем же занимаются на самом деле электромонтеры, чем же занимаются те люди, которые работают в электрических сетях. Что они не просто там приехали, лампочку закрутили, провод подключили, что это очень большой процесс.